Сегодня у нас необычный выпуск. Мы решили записать интервью с 3 спикерами первого регионального бизнес-форума «Бизнес. Опора развития Тувы», организованный Тувинским региональным отделением «Опора России». Форум проводится впервые, и главная его цель – это поддержка предпринимателей. В нашем интервью более подробно расскажут о предстоящей работе в туристическом направлении спикеры из Москвы. Александр Камшилин, совладелец и основатель компании «Путешествуем вместе», и Алексей Дружинин, арт-директор студии «Клей Дизайн», руководитель Московской лаборатории дизайна. Алексей – профессионал в области брендинга и развития территорий, дизайна, рекламы и маркетинга. И спикер из Новосибирска Мария Гаранина, руководитель направления по работе с ритейлерами СФО, бизнес-тренер, модератор бизнес-курса, руководитель направления по работе с розничными сетями Сибири и Дальнего Востока. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Анастасия. Расскажите, что вы здесь у нас в Туве делаете? Очень интересно. Гость из Москвы у нас. Мы сюда приехали с одной целью. Нам этот регион, как туроператору, очень интересен для нашего развития здесь. И мы хотим развить этот регион в туристическом плане не только для себя, но вообще для всех в целом, потому что регион максимально перспективный, очень интересные ландшафты, много чего интересного можно здесь придумать. Соглашусь, да, регион перспективный, регион интересный. Вот как вы думаете, получится ли у нас в Туве сделать такой а-ля, вот в Алтае это уже, да, очень так развито, Алтай все знают, в Алтай хотят ехать. Получится ли у нас сделать примерно то же самое или даже лучше? Я уверен на 100%, что здесь получится сделать значительно круче. Алтай слишком заезженный. Уже подустали, да? Он как бы достаточно известен, но люди, туда приезжают, они не получают, в общем-то, ничего такого превосходного, потому что, кроме видов, которые там есть, там, в принципе, больше нету ничего, нету нужного крутого сервиса, который хотят люди. Здесь в другом смысл, то есть здесь еще не развит туризм, поэтому мы, как скажем, первопроходцы, можем здесь создать очень крутой, уникальный продукт. Вот на этом месте поподробнее. В чем будет уникальность, в чем этот крутой продукт будет выражаться? Мы хотим, в общем, дать свои рекомендации данному региону по развитию в туристическом плане, какие базы строить, где строить, что, как делать, сопутствующие какие-то активности. В общем, перспектив и вариантов очень много. То есть мы просто сядем с вашей администрацией и будем, в общем, разбирать эти моменты, потому что для, так скажем, реальной картины, чтобы можно было полностью разложить все по полочкам, нам нужно провести огромный анализ, проехать, посмотреть, согласовать. И, в общем-то, к этому проекту будет подключаться достаточно большое количество людей, кто будет принимать в нем участие, чтобы создать реально очень крутой продукт на выходе. А кто вот эти люди, кто еще будет участвовать в этом процессе? Слушайте, на самом деле огромное количество вообще человек участвует в создании. Это подрядчики какие-то, правильно? Это не только подрядчики, да, это как и с вашей стороны, то есть со стороны управы, со стороны администрации, то есть идет работа большая по развитию туристических локаций. Это идет с нашей стороны проработка этих всех локаций, рекомендации. Плюс мы, в общем-то, будем давать людям возможность пообщаться с большим количеством наших подрядчиков, с которыми мы работаем по 13 регионам Российской Федерации, чтобы люди, так скажем, сложили в едино все понимание вообще, что происходит в других регионах, что можно уцепить себе из этих регионов, какие-то там уникальные вещи, можно вообще объединить все в одном месте, в общем-то, и сделать что-то классное. Что конкретно можно сделать? Конечно, хочется конкретики. Конкретно мы хотим сделать какие-нибудь очень интересные и такие уникальные гостевые дома в горах, чтобы можно было шикарно живописное место. А-ля шале? Да, а-ля шале. И на самом деле это сейчас очень так нравится людям. Люди любят такой отдых. Они не хотят приезжать и, в общем-то, жить в городе, вот в бетонной коробке, вот в этом гостинице. Они хотят жить наедине с природой, знаете, да, дерево, чтобы природой, было, да. прям чтобы вот максимально кайфовать и вот заряжаться от своего путешествия. Потому что, вот, допустим, мы сюда прилетели вчера, мы проехали с Абакана, то есть с центра Хакасия в центр Тывы. Так. И вот эта дорога, она, так поразила, зацепила вот этот перепад и смена ландшафтов. То есть
Вот только на одном этом маршруте можно создать огромное количество вообще перспективных каких-то туристических комплексов, которые в дальнейшем будут прям активно развиваться. Целые резорты такие, да, можно сделать? Да, реально можно сделать прям очень огромное количество вот таких вот мест. Причем как бы суть же вообще турбизнеса, так скажем. Да. Кто такие вот мы, как туроператор? Да, То есть кто? мы те, кто как пионеры вот, приходят в регион и зарождают что-то новое. То есть у нас по каждому региону свыше там 100 человек партнеров, бизнесменов местных. Плюс мы, помимо того, что мы взаимодействуем, так скажем, с бизнесменами, которые нам предоставляют там проживание, питание, транспорт. Причем транспорт мы там, знаете, от яхт до вертолетов, в общем-то, используем. Так это еще и государственные какие-то учреждения, например, природные парки, заповедники, музеи, гиды, да, там, экскурсоводы. Ну, то есть огромное количество рабочих мест появляется. Это только от одной туристической компании. Когда одна туристическая компания заходит в один регион, что идет дальше? Идет цепная реакция. То есть люди начинают ехать. Мы ездим, так скажем, с блогерами. Блогеры едут, приезжают, ведут эти репортажи в соцсетях, другие люди видят. И говорят, мы тоже хотим поехать там в Тыву сейчас, потому что вот они там были, там классно, там круто. То есть мы можем привести так пример, скажем, на нескольких регионах. Там, взять, допустим, Камчатку до коронавируса, да, она жила, про нее русские туристы не знали. То есть там русских туристов было 7% из 100, остальные были китайцы, японцы, корейцы, европейцы. Пришел коронавирус, все иностранцы перестали приезжать, на Камчатке произошел резкий, огромный спад туристического потока. Только вот за этот год, когда произошел спад, было принято решение и камчатскими властями, и нами, как туроператорами, что мы везем огромное количество блогеров на Камчатку, миллионников, чтобы популяризировать чтобы это показать, вообще показать это удивительное место. И после этого прям он раскачался. То есть спустя там 3 года сейчас уже туристический поток, так скажем, наших сограждан превысил туристический поток до ковидного времени. Да. Плюс взять же, там, к примеру, Дагестан. Дагестан стал популярен 2 года назад. Дагестан очень популярен стал. 2 года назад он стал популярен. Да. Никто про него не знал. Да, вообще. А за счет чего он стал популярным? За счет, ну, первое, опять же, каких-то уникальных локаций, которые люди видят и хотят туда попасть. То есть, но эти локации и здесь мы сейчас найдем, будем их показывать. Но их самое главное, ключевое, показывать. То есть, чтобы люди приезжали, группы снимали, выкладывали, другие видели, другие тоже хотели. Плюс еще то, что заход, допустим, сюда как туроператора, что еще будет далее? Значит, появляется конкуренция. Другие туроператоры тоже такие видят, блин, мы тоже хотим этот регион, давайте тут вместе развиваться. Что делает конкуренция? Она создает прямо быстрое развитие региона. Хороший сервис, приятные цены. То есть тут прямо происходит комплекс взаимодействия в различных плоскостях. Это все очень круто. Сколько нам ждать? Мы уже начнем, в общем, делать проект уже в этом году. Реализация... Уже в этом году? Реализовывать мы будем быстрые. данный проект в 2023 году. Но чтобы вы понимали, насколько мы быстрые, у нас 3 года назад было одно направление Камчатка, 2 года назад у нас было 3 направления: Камчатка, Мурманск и Байкал. Сегодня, спустя 3 года, у нас 13 направлений только по Российской Федерации, не считая зарубежки. То есть и мы работаем с достаточно большим количеством людей. Я правильно понимаю, что вот для того, чтобы определить вот эти локации, вам же придется, ну, как бы очень много поездить по Туве? Попутешествовать, да. Ну, это самая любимая часть моей работы. Путешествовать. Да, путешествовать, изучать что-то новое, что-то нетронутое, и дальше создавать там, в этих местах, что-то уникальное, удивительное, полезное. Вот так вот. А в горах что-то планируется, да, как я поняла, вот именно на той трассе, вот этот серпантин горный. 100% что-то планируется там, здесь. У меня такое ощущение, как будто ты уже увидел, где там что будет. Ну, примерно уже мысли какие-то закрались, как, чего. Просто хочется чуть более детально, не в таком бешеном ритме проехать по этим всем местам, походить, насладиться, посмотреть, чтобы, в общем-то, принять какие-то дальнейшие действия.
Я думаю, что вам обязательно еще на Тоджу нужно будет поехать. Это такое место, которое считается труднодоступным, потому что туда действительно тяжело добраться ввиду того, что нету хорошей трассы, да, то есть как бы там через паром нужно переправляться. Там очень красивые места, и есть в Туве много мест, которые называются нетронутые. То есть такие прям дикие. Это очень классно, очень круто. Мы любим такие места. Чем дальше туда добраться, чем сложнее туда наоборот, дорога, цепляет тем еще наоборот больше, да? нам, да, это больше нравится. То есть мы организовываем такие экспедиции, допустим, как на Курильские острова. Остров Аникатан посещает до 200 человек в год. То есть там с нами его посещают до 230 человек в год. То есть мы любим уникальность, мы любим сложнопроходимость, то есть это добавляет свой драйв в этого все дело. То есть тут уже, так скажем, будет отыгрываться ребята местные бизнесмены, которые будут, так скажем, взаимодействовать с нами по этим моментам. Вы прям активно местных тоже будете подтягивать, то есть не только вот свои Мы работаем по каждому региону чисто локально, только с местными. Мы больше это никого важно, не привлекаем со стороны, нам больше никто не нужен, потому что мы вот работаем локально, в общем-то, незачем нам работать по-другому. Ну да. Плюс нам интересно выстраивать вот такие долгосрочные отношения с нашими партнерами, подрядчиками. Ну, потому что в первую очередь я хочу так сказать, что когда растем мы, растут и наши подрядчики. То есть у нас есть своя школа, где мы вообще, так скажем, очень активно прорабатываем различные туристические моменты по туристическому продукту. Для нас это очень важно, чтобы там гиды, сопровождающие турлидеры, водители, то есть все должны работать на высшем уровне, поэтому все подтягиваются, все становятся умнее, богаче, не знаю, там, в общем, развиваются. Ресурснее. Да. Ну, все. Вот так, глядишь, и в Туве останешься жить. Я так на Камчатке 1,5 года прожил. Ну так, да, сюда люди приезжают, понимают, что очень много свободных ниш, и остаются эти ниши развивать. Так со многими происходит. А вот мне еще интересный такой вопрос по поводу ценообразования. Да. Насколько это будет доступный отдых? Или это, не знаю, для местных он будет доступный? Да. Или это только вот из других регионов, в общем, из других стран? Вообще, как бы понятно, что все туристические компании работают по-разному, да, в разном ценовом сегменте. Мы лично работаем в среднем ценовом сегменте. Мы делаем по максимуму из того, что есть, чтобы людям было интересно. То есть мы делаем комфортное проживание, комфортный транспорт, сопровождение, какие-то фишки мы вот включаем в программу, может быть, какие-то шоу, в зависимости, опять же, от направления, от различных моментов, чтобы люди максимально погрузились в регион, в его историю и кайфанули. А будет ли местным это по карману? Ну, конечно, будет местным как бы по карману это. Другой вопрос, будут ли они путешествовать, да, потому что, судя по нашей практике, местные обычно не любят путешествовать по своему региону. Да. Причем, хотя на самом деле многие из них и не видели, в общем-то, своего региона, то есть сидят как бы в городе и они знают, что там где-то, там что-то, но почему-то никуда не ездят, но зато в какой-нибудь соседний регион поехать, вот, да. В общем, вот так вот. Ну, супер, отлично. Супер, класс. Все. Спасибо большое. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, по какому поводу здесь у нас в Туве? Сейчас прочитаю бизнес-форум. Да, там подсказочка. Туристский региональный, да, который организует «Опора России». Меня позвали выступить на тему территориального брендинга, потому что я этим занимаюсь. Да? То есть, условно говоря, я разрабатываю территориальные туристические бренды. И основная их задача, соответственно, сделать людям, да, и тем туристам, которые, в принципе, выбирают тот регион, который они хотели бы посетить, на рынке внутреннего туризма, да, потому что другого у нас сейчас нет. У них должен быть инструмент выбора, да, как бы, то есть вот я хочу в Хакасию, я хочу в Тыву, или я хочу на Таймыр, например, да, Мурманская область, Камчатка, еще куда-то. И вот это вот первое столкновение туриста с возможностями будущих поездок, да, как бы она в том числе касается очень сильно территориального бренда, да, то есть территориальный бренд туристический — это то обещание, которое вы даете вот там с рекламы, да,
Да. моментов продвижения республики. Мгм. А у вас есть уже какие-то мысли, наработки касаемо Тувы, я имею в виду? А наработки, здесь такая история. У меня немножко другая методология, да, как бы, то есть... Вот интересно, да, какая? методология, как бы, она простая. Нельзя просто взять, придумать какую-то интересную историю, Так. приехать, показать, сказать, ребят, теперь у вас вот территориальный Будет бренд так, будет да. так. Да. Почему? Потому что суть метода по разработке территориального бренда, она в том, чтобы взять те смыслы, которые несет в себе, непосредственно говоря, территория, для которой создается бренд, и те люди, которые на ней живут. Поэтому без посещения места, без разговоров с деятелями культуры, с уважаемыми людьми, просто с жителями, да, с туристическим бизнесом, невозможно найти те смыслы, которые были бы близки вам, которыми вы гордились, и которые были бы интересны тем, кто вот регионам соседям или удаленным регионам. Поэтому как бы задача каждый раз, когда начинается, она кажется невозможной, потому что ты должен сделать что-то, чем местные гордятся, Что-то очень уникальное. а остальным интересно. Потому что оно либо как бы вот очень просто сделать то, что остальным интересно, Да, но внутри да, не да, приживается, да. и очень просто сделать то, что внутри приживается, но другим не Непонятно, интересно. да. Да, вот как бы это, наверное, суть. Да? То есть я здесь день нахожусь, то есть второй сейчас день, да. За 2 дня, как правило, я собираю просто все то, что я могу собрать именно по смыслам, по сути, и потом переосмысливаю и работаю уже с местным сообществом для того, чтобы вот, нащупать то самое ядро. А вам достаточно будет сейчас времени? Мне кажется, это же очень мало, ну, то есть, чтобы Вообще по практике, как бы, самые классные, хорошие мысли, которые потом работают, приходят в первые 3 дня. Хотя Первые обычно, 72 часа, правило, да? Хотя обычно, да, закладываю немножко больше, потому что перед каждым новым проектом существует какой-то страх, а вдруг ты смысла не найдешь, а вдруг не то, а вдруг не то. Но на самом деле земля и люди отдают тебе это гораздо быстрее. То есть вот... Такой процесс очень... Да, процесс на самом деле очень молниеносный. схож, не знаю, там, с принципами, например, вашей национальной борьбы, да, как бы это вот процесс просто плотного контакта, разговоров, обмена какой-то энергетикой, как бы записываю все, что говорится, и потом ищу в этом какие-то смыслы, которые могут стать близкими. Я же не могу не спросить, но вот за вот это короткое время какие-то уже инсайты родились, что-то появилось? Один инсайт пока, наверное, который кажется наиболее таким сильным, опять же, он исходит от тех людей, с которыми я успел пообщаться с местными, да, о том, что, например, вообще по России есть очень много разных мест силы. Да. То, что одно из них. То, что я слышу, например, как бы вот в каждом регионе, в каждой республике, в каждом месте есть какие-то вот точечные места силы, да, которые являются местом притяжения. То, что я слышу про Туву, меня удивляет. Почему? Потому что местное население считает местом силы всю республику. Да, так и есть. То есть не какое-то конкретное место, да, а именно всю. Я такого не встречал. Так как это уникальная история, то она мне пока вот самая близкая. Но опять же, это вот первые 2 дня. Есть еще как бы мысли, пока еще не сформулированные, но вот о том, что как бы люди гордятся всей республикой, всей территорией, да, и о том, что именно вот это вот как бы количество национального населения, да, там местного, оно около 80%, то есть это очень много. И вот я с кем не говорю, они считают всю землю своей, да, не какое-то конкретное место, а именно вот всю республику. Это очень интересно. А как-то шаманизм будет отражаться? Насколько я понимаю, что здесь присутствует несколько, да, как бы религиозных течений, то есть и буддизм, и шаманизм. Да. И шаманизм очень развит. Да, я видел и православие. То, что я слышал про местный шаманизм, да, это, безусловно, эзотерический, я бы так сказал, не конкретно шаманизм, а вот именно эзотерическая составляющая, она, во-первых, очень привлекательная, во-вторых, то, что, опять же, говорят местные о том, что если вдруг что-то случается, или хорошее, или плохое, то это просто привычка, да, то, что ты должен сходить к шаману, да, и с ним поговорить. То есть, если это... Я ничего не придумываю. Вот в этом, как бы, да, он говорит, сейчас что-нибудь придумаю, там, как бы, понравится, не понравится. Я ничего не придумываю. То есть, если такая традиция есть, но она, безусловно, должна быть учтена, да, то есть, это тоже очень хорошо. То есть, как бы, сходить к шаману – это обычное дело. Вот для меня, например, необычно. То есть для меня это очень необычно, как бы, и поэтому, если такая традиция есть, то она будет, безусловно, присутствовать. А вот мне интересно, расскажите, получается, вы собираете вот эти все данные, как-то их перевариваете внутри себя, да, обрабатываете эту информацию. Как это потом оцифровывается?
Ну, там как бы есть, конечно, есть небольшая аналитика. Понятно, что выстраивается несколько гипотез, да, давайте будем такими, давайте будем такими, давайте попробуем быть и такими, и такими, и такими сразу, да, как бы выстраивается несколько гипотез, которые просто потом проверяются, да, потому что все-таки мы выстраиваем туристический бренд, и наша основная задача, почему мы здесь на бизнес-форуме, потому что поток туристов – это всегда развитие малого и среднего бизнеса и сервисных услуг. Соответственно говоря, выстраивание этих гипотез, оно проверяется как раз по тому принципу. Близко ли это местным и интересно ли это там. Самая сильная гипотеза, она, собственно говоря, выбирается, и по ней уже потом ведется работа. То есть это не оцифровка, это на самом деле наоборот приземление. Так, ну а как-то потом, я имею в виду то, что люди увидят. То, что люди увидят, это будет книга бренда, которая будет описывать то, что будет в него заложено. То есть, безусловно, как бы есть поверье такое, что бренд – это логотип, но это не так. Бренд – это отношение, вот отношение людей к чему-то. Там целая легенда закладывается, да. Вот именно в этом и будет задача. Ну, и пару слов еще про то, когда мы уже увидим результат. Ну, сейчас мы только в начале, да, обычно разработка занимает несколько месяцев, как бы, и очень сильно зависит от того, насколько будет плотно вестись работа и с нашей, и с вашей стороны, потому что это всегда совместная работа. Поэтому я бы закладывал где-то в районе около полугода, но может быть быстрее. То есть здесь вот вопрос именно в том, как бы, будет ли это к чему-то приурочено, как бы, либо, например, не знаю, там, может быть, реконструкция аэропорта, например, да, мы бы хотели бы уже там забрендировать какие-то поверхности. Вот, поэтому о сроках рано говорить, но это речь идет о некотором количестве месяцев, да, то есть это не на десятилетие проект, поэтому я надеюсь, что он случится максимально как в этом веке. Да, максимально в этом веке, максимально вовремя, я бы так сказал. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, по какому направлению сегодня вы выступаете на форуме? В данном случае по маркетингу, рекламе и пиару я являюсь руководителем Новосибирского областного отделения ОПОР России в области маркетинга. Сейчас мы уже собрали в себя более 100 маркетологов, поэтому у нас настоящее профессиональное экспертное сообщество. У каждого практически своя компания, поэтому вот это направление и представляю. Вот расскажите, как ваша специализация, как ваши навыки, ваши знания и умения будут внедряться, так скажем, в наш регион? Ну, давайте, наверное, здесь тогда можно же более развернуто ответ, конечно, я так понимаю, конечно. дать. Наверное, стоит начать с того, что моя бизнес-деятельность, да, параллельно с основным бизнесом, которым я занимаюсь, это сфера FMCG, Fast Moving Consumer Goods. Я занялась маркетингом, это было несколько лет назад, вернее, маркетингом в своей компании несколько лет назад, и сегодня более, наверное, 20 различных бизнесов моя команда сопровождает. Далее я вступила в ОПОР России, начала быть руководителем комитета, и с этого момента, наверное, все закружилось с какой-то колоссальной скоростью, потому что мы начали организовывать бизнес-события. Бизнес-события мы, естественно, заворачиваем как определенную воронку продаж. Все бизнес-события бесплатные для новосибирцев и вообще для всех, кто к нам присоединяется каким-то образом. Первая конференция на 700 человек, вторая 3000 человек у нас была уже конференция. И куча мелких, там практический маркетинг, методы продвижения, многие другие вещи. И все это, наверное, не просто так, потому что когда-то я для себя определила, что моя жизненная миссия – это развивать предпринимателей. И вот как раз началось все с мероприятий. Дальше мы начали делать консультации для малого и среднего бизнеса, для самозанятых, для того, чтобы люди могли быстрее, проще входить в бизнес, меньше прогорали, меньше было неудач и меньше было разочарований от вот этой деятельности. И, собственно, вот с этим я сюда и приехала, потому что я еду сюда транслировать дальше свою миссию, помогать дальше предпринимателям развиваться, и я, и вся моя команда, потому что вот один в поле не воин. И в данном случае я говорю про вот те 100 человек, которые всегда рядом со мной, которые являются моей огромной силой, потому что суммарно мы ведем большое количество бизнесов для того, чтобы помогать, и имеем огромную экспертизу. Вот у нас есть очень много уникального продукта, уникального товара, да, который вообще нигде больше не найдешь, там, не то что в России, а вообще в мире больше нигде нет, но нету красивой вот этой упаковки продающей. Вот как, с чего нужно начинать вот этот процесс? Я, наверное, начну немножко издалека. Когда-то мы были на конференции у Александра Долгова, она называется «Прибыль».
И там нам задали вопрос, маркетологам, мы сидели все на сцене, нам задали вопрос, как продвинуть в Новосибирске шкафы на парковках. Я такая, слушайте, а что такое шкафы вообще на парковках? Мне говорят, ну это такие вот шкафы, которые ставятся, и в них можно сложить резину и другие какие-то вещи, и прямо на парковке их поставить. И кто-то из зала говорит, так у нас бы в Новосибирске парковки-то были, было бы прикольно, конечно. И вот здесь идет речь, значит, наверное, первое в отношении вот каких-то уникальных товаров, это первое формирование определенной культуры потребления. Вот скажу честно, что привить культуру потребления тувинских товаров на России достаточно сложно, потому что конкуренция высокая в области украшений, в области каких-то товаров, поэтому, как правило, это тот товар, который человек берет отсюда. Вот он приехал. Я вот приехала в Туву. Мне очень сильно понравилось город сам, культура, определенные ценности, которые есть. Потом я сходила в музей, увидела природу. Я прониклась, Тува осталась в моем сердце, мне захотелось что-то тувинское забрать с собой. И классно, если меня, например, привезут в какую-то сувенирную лавку, либо скажут, где я это могу взять, да, и покажут, например, и те предметы, которые я могу взять для дома, которые для себя, там, для своих близких и так далее, и так далее, и так далее. Но это в моменте, когда я уже попадаю на территорию. Поэтому, если мы говорим про тувинские товары на Россию и масштабирование такое большое на мир, то нам нужно говорить о формировании потребления, например, какого. Тогда мы берем, например, вот у вас очень красивые серьги, например. Тувинские? Нет. Нет, не тувинские. Вот если были в тувинских серьгах, то сейчас мы по этому поводу состряпали бы легенды сами, как с маркетологом. Да. Вот это классно, интересно. Давайте представим, что они тувинские. Представим, что это тувинские серьги, и тогда мы говорим о том, что передо мной красивая девушка, очень стильная. Мы говорим, что эти тувинские серьги для стильных девушек. И мы начинаем эту ценность один товар активно пропагандировать по России, и тогда мы начинаем условно внедрять их там на все маркетплейсы, на различные магазины, может быть, делать какую-то другую дистрибуцию, и таким образом наши серьги появляются везде. Вот он, тувинский товар, который масштабирован на России. Если мы говорим все-таки про локальный продукт, который берешь здесь сейчас, то нужно в целом развивать туристическое направление. Я вот слышала, что на форуме про туристическое направление говорят достаточно много, поэтому развиваем туризм и развиваем, вот приехали туристы, мы их прям привезли в определенные точки, где они с собой забрали определенные тувинские товары. А если с собой не забрали, мы сказали, а вот тувинские товары можно найти вот на этом сайте. И классно было бы сделать, допустим, маркетплейс с тувинскими товарами. Что такое маркетплейс? Это когда у нас большое количество разных поставщиков на одной площадке собираются. Потому что, когда каждый двигает свой сайт, это одна история. А, допустим, иметь какой-то национальный тувинский сайт с тувинскими товарами, это, конечно, другая история. Кстати говоря, этим можно было бы кому-то и заняться, потому что это точно идея, которая будет, скорее всего, и она полезная рынку. И она свободная, и она, скорее всего, будет давать полезность. Тогда все поставщики получат для себя площадку для продвижения, а вы получите для себя возможность агрегации поставщиков и заработка, например, на вот этом вот проценте, да, который возьмет площадка за обработку всей этой информации. Поэтому развитие культуры, развитие туризма, развитие какого-то маркетплейса с агрегацией товаров и, возможно, формирование каких-то уникальных товаров, которые будут вот, ну, реально пользоваться спросом на других территориях. Вот еще раз повторю, что если вы сейчас как вот золото скифов, на вас такие красивые серьги, как представляешь, что это оно? Скифское золото, да. И это ведь только, что я черпанула. Я вчера один раз ходила в музей, за какую-то идею зацепилась. Маркетологи что делают? Они зацепляются за какую-то идею для того, чтобы транслировать ее обществу. Вот надо придумать, за какую идею нам зацепиться. А сколько вам нужно времени для этого, вот чтобы эту идею найти? За что? Какая зацепка? Все по-разному. Если заказчик обычно отдает нам информацию сразу, мы говорим, заполните бриф или чем вы готовы поделиться. Обычно бывает проблема тем, что просто вот он говорит и не может выразить идею. Да. Тогда это просто. У нас есть большой массив данных, мы из него выбираем и выдаем это в виде идеи. А иногда это бывает таким образом. Скажи что-нибудь про свой товар. Я не знаю. А чем он уникален? Я не знаю. А есть у него какое-то предложение? Нет. И вот когда ты работаешь вот с таким продуктом, тогда это может быть очень долго. Ну, и есть еще достаточно неприятные истории, когда человек говорит, я придумал офигенный продукт, я уверен, что он рынку нужен, ты ходишь с ним на рынок, а его не берут. И тогда мы говорим, слушайте, ну, надо иногда знать, что лошадь сдохла. Не надо пытаться ее пинать. Ну, то есть иногда есть товары, которые рынку реально не нужны, и поэтому, наверное, стоит соединить идею, продукт, и потребность рынка. Вот тогда это какая-то история. Но в отношении тувинских товаров это точно история подъемная, это точно история нужная, потому что вот еще раз, заезжая на эту территорию, ты проникаешься культурой, и я думаю, что я не одна такая, потому что я достаточно безэмоциональна в целом вот в отношении каких-то вещей, а тут у меня возникли эмоциональная привязка к Туве, я думаю, что она у многих возникает. Это очень интересно, потому что вы прилетели вчера, да, по-моему? Да. То есть у вас здесь вообще как бы не так много времени вы находитесь, да? Еще совсем мало, да. И уже
где вот возник вот этот эмоциональный Она коннект? другая, территория другая, она просто другая, потому что вот когда ты заезжаешь, я не знаю, в Кемерово, в Томск, в Омск, он такой же, как Новосибирск, только еще более серый, возможно, где-то в чем-то. И ты такой, ну как бы окей, я езжу по Сибирушке-матушке, да, ну понятно, что попадаешь в Санкт-Петербург, это отдельная история, на Алтай это другая история. И вот когда ты попадаешь в ТВ, это тоже своя история, еще раз повторю, история нужная людям, и, конечно, то гостеприимство, которое я вижу, да, вот я еще узнала, что есть еще Тувинский час. Я смотрю, да, 10 есть. утра, на площадке мало народу. Я говорю, а где все? Обещали 500 человек, а мне говорят, так это Тувинский час. И вот я теперь Вы точно поняли знаю, суть? что да, что типа у нас 15 минут опоздания, типа нормально, где-то 5 минут. А у вас Тувинский час, ну типа для час это лайфборов, да. нормально. Я переезжаю в Туву ради Тувинского часа, да. Отлично. Ну, значит, у нас большие перспективы для развития, да? Я уверена, что да. Именно в Знаете как, вот маркетинге. есть еще же какой момент? Вот есть высокая и низкая база. Высокая база, от нее сложно сделать этот процент роста, потому что, ну, уже и так много нарощено, чтобы нарасти еще, надо много усилий прилагать. А в Туве сейчас бизнес, как я вижу, да, еще есть перспектива роста. И поэтому вам для того, чтобы с низкой базой, вам немножко применить новых инструментов, немножко применить там каких-то свежих знаний, экспертизы и практики, и, скорее всего, у вас пройдет рост очень серьезный. И самое главное, не бояться выходить за пределы своей территории, потому что есть развитие своей территории, а есть еще трансляция себя на территории России. Я считаю, что эта перспектива тоже есть. Супер. Большое спасибо, Мария. Спасибо.